На странице 73 мы научимся создавать разные формы глаголов, используя окончания и суффиксы. Мы берем основу глагола. Основа глагола у нас отвечает на вопрос «что делай?». То есть глагол находится в повелительном наклонении. Оша – ешь, эш – пей. Что делай? Эш – что делай? Оша. И если мы хотим сказать «я ем», нужно сначала подумать, я ем – это в каком времени? В настоящем, прошедшем или будущем? Я ем когда? Сейчас, значит, это настоящее время. Для настоящего времени у нас идут 4 окончания, которые добавляются к основе. Это о, эй, и. О, добавляются после согласных, а и после гласных, и гласная сама исчезает. Давайте разберем на примере это. Это у нас оша будет, это корень, то есть это основа глагола оша. Далее смотрим, на что она заканчивается. Заканчивается на гласную, значит мы должны добавить или или и. При этом сама гласная должна исчезнуть. Вот и получается. У нас оша. Давайте сейчас напишем это. Чтобы было более понятно. Вот у нас есть оша. Нам нужно добавить ый. При этом а должна исчезнуть. Получается, что у нас оши. И если это я делаю, то добавляем окончание м. И отсюда появляется у нас оши. Вот то, что нарисовано у нас вот на первой строчке. Мин ошим. Дальше. Как сказать, что ты ешь? То оши в настоящее время, окончание в настоящее время остается, только после него окончание м меняется на другое. Значит, мы берем уже с оши с. Получится ты ешь. А если сказать он ест, то тогда просто сын убираем, остается у оши без изменений, потому что у третьего лица единственного числа он или она у нас окончание нулевое. Вот оно. Тут ничего нет. Можно и так ставить, можно убрать. Дальше берем глагол эш. Эш – это пей. На что заканчивается? На согласную. Если согласные, то в настоящем времени добавляется либо о, либо Так как слово мягкое, значит добавляем что? Правильно, Дальше такая же схема, что если хотим сказать, что я пью, надо добавить Мин эшем. Вот видим это глагол здесь. А если хотим сказать ты пьешь, то мы убираем и ставим мягкий вариант сын. Эшесен. А если хотим сказать, что он или она пьет, то вообще убираем их. И будет окончание нулевое. Дальше пошли. Так, на рисунке у нас кто нарисован? Кошка и котята. Котята что делают? Песи балалара нишли. Песи балалара – это котята. Нишли что делает? Пси балалара нишли или пси балалара нишлилер – это одно и то же. Пси балалара süt эше. Они пьют молоко. Дальше небольшой диалог. Мин üç pişmak yaratam. Син перемеш яратасың? Юк, мин перемеш яратмыйм. Или мин перемеш яратам. Я люблю треугольник, а ты любишь перемяч? Нет, я не люблю перемяч. Или да, я люблю перемяч.